Ассаламу алейкум. Сегодня я решил поехать в город Курчалой. У меня давно была эта идея поехать туда, заснять это все и показать это вам. Но вы сами видели, у нас в республике последние эти недели-две была погода не очень летная, то дождь, то снег, по-разному. Сегодня, алхамдулилlah, погода очень солнечная, красивая, весенняя. Сегодня, если получится, я постараюсь снять видео, проехаться по Курчалою, по улицам. Если получится, взлететь и снять все с высоты птичьего полета и показать это вам. Надеюсь, что вы подпишитесь на канал, поставите лайки и будете писать комментарии. В последнее время все ютуберы или блогеры, скажем так, трубят в трубу, что отключили монетизацию, зарабатывать они не могут, там все такое, там капут им, да. Но наша задача не зарабатывать деньги, да, деньги это не мешает и не помешают никогда, но я думаю так. Но наша первая цель, наша задача не деньги. Соответственно, отключение монетизации ютуба для нас это не критично. Мы будем работать, как работали, будем снимать видео, выкладывать, пока YouTube нас не заблокирует, скажем так, пока YouTube будет действовать. Так что, друзья, для нас отключение монетизации не страшно, абсолютно не страшно. Соответственно, наша задача показать вам красивые места, красивые села, обзоры сел и наши горные места. И надеюсь, мы с этим справимся. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь своими мнениями в комментариях. Так что мы едем дальше, Курчалой. У меня есть подписчик Омар Шатаев, он сам с Курчалоя. У него тоже была просьба ко мне, чтобы я обзорно снял Курчалой и показал в ютубе. Надеюсь, Омар, тебе это понравится. И, соответственно, всем вашим односельчанам. А сейчас мы заезжаем в Курчалой со стороны Гудермеса. Илсханюрт, Гудермес вот с этой стороны. Постараемся показать вам, если не каждую улицу, то большинство улиц. И, конечно же, постараемся заехать на улицу моего друга Умара Шарипова, если не ошибаюсь, Шарипова улица. Все, смотрим дальше. Мы уже въехали в Курчалой. Это Курчалоевский базар. Тут бывает очень большой базар. Я вам это постараюсь показать. Город Курчалой расположен на предгорной равнине на правом берегу реки Гумс. Чуть выше впадение в нее рек Хунга и Терлинг. Находится в 42 километрах к югу-востоку от города Грозного и 20 километрах к югу. Ближайшая железнодорожная станция город Гудермес. Ближайшие населенные пункты. На севере село Илсханюрт. На востоке село Мертуб, на юго-востоке село Джугурты, на юге села
Никихата и Джаларги. На юго-западе село Автуры и на севере-западе село Гелдаган. Основу названия населенного пункта Курчалой легло название чеченского тайпа Курчалой. Из описания исторического типографического очерка А.И. Попова сообщается, что курчалойцы из округа Нашха в XIII веке основали селение Курчал на территории современного Веденского района. Первое упоминание о Курчалое относится к 1732 году и записано в реестре городским владельцем, комендантом Д.Ф. Еропкиным в крепости Кизляр. Семен Бараневский отмечал село Курчалой как первоначально входящее в округ Качалык. Позже селение Курчалой, которое находилось в исторической части Чечни, упоминается путешественником Иоганном Гольдштендом в 1770 году. В 1819 и 1821 годах в ходе Кавказской войны был проведен ряд карательных экспедиций против курчалойских аулов. Село было разрушено. В период 1819 и 1821 годов курчалойцы переселились с хребта Качалык на территорию современного города Курчалой, где основали селение Курчала-Юрт вдоль реки Терлинг. Друзья, на этом месте раньше, до преобразования этого села на города, тут были дома, частные дома, мечеть была старая. Вот сейчас новые построены высотные дома. Как вы видите, улица тоже очень просторная, широкая. Вот. Ну, красиво, красиво. Как вы видите, все очень чисто, все очень красиво. Где основались селение Курчала-Юрт вдоль реки Терлинг. По сведениям Берджи Адольфа Петровича, на 1850 году Курчалой является большим населенным пунктом. В ноябре 1840 году в походе генерала Павла Грабы в Большую Чечню через Мертубский лес к селениям Мертуб и Акауюрт принимал участие поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Лермонтов. В одной из экспедиций 17-18 февраля 1852 года в Мертубский лес участвовал юнкер Лев Толстой, где, по его признанию, он чудом спасся от смерти. 16 марта 1852 года барон Николай провел подготовительную работу к будущей зимней экспедиции. Произвел движение от укрепления Курчалинского через Мертубскую просеку к большому аулу Курчалой. В начале 1857 года генерал-лейтенант Евдокимов решил возвести два укрепленных пункта у селения Автуры и на Мичике. Для выполнения этой задачи он собрал два отряда. Оба отряда должны были двигаться навстречу друг другу, прорубая просеки в лесах. 18 января колонна Евдокима соединилась на берегу Мичик с отрядом барона Николая и 19 января с боем занял большой аул Курчалой, входящий в наибство Эски. Проложив широкую просеку через Гелдагеновский лес, соединил Герменчукский поляну с Шалинской. Друзья, на Википедии есть все, то, что касается города Курчалой, изначально его история. К сожалению, у меня не получилось найти человека, который бы рассказал мне про село, когда оно основано на самом деле и какие герои вышли из этого села, историю села. К сожалению, я не нашел такого человека, чтобы мне рассказали про это. Но прочитав статью в Википедии, я образно разложил вам вот эту историю.
Вот. Но переходите в интернет, переходите на страницу Википедии, задайте вопрос Курчулой, и, соответственно, вам интернет выдаст информацию о Курчулове. Вот это была сухая информация, друзья, про историческое село Курчулой. Курчулой сам как большое, в прошлом как большое село, а в современной Чечне он уже является городом Курчулой, имеет богатую историю, очень богатую историю и исторические места на территории Курчулоя. А мы едем дальше, друзья. Мы едем дальше, показываю вам улицы, село. Надеюсь, вам это все понравится. Это большая центральная мечеть Курчулоя, районная мечеть центральная. На этом месте, друзья, раньше была старая мечеть. Если я найду видео старой мечети, я выложу его, поставлю в кадр, вы это увидите. Тоже была большая мечеть, красивая. Его убрали, построили еще большую мечеть.
Друзья, я закончил съемки. Вы все это видели. Надеюсь, что это вам понравилось. Так как я выехал после обеда, съемки тоже затянулись. Как вы видели, я не проехался по всем улицам, потому что просто физически, если я вот все это снял бы, у нас видео затянулось бы на несколько часов. Поэтому я снял вот эти улицы, которые вы видели, центральную улицу, вот, и сделал съемки с квадрокоптера. Получилось так, как получилось. Надеюсь, все вам понравилось. Иншаллах, я постараюсь это все снять весной, когда все расцветет. И, к сожалению, я не знаю из-за чего, но в городе Курчалой у меня терялась связь с квадрокоптером. Я не знаю из-за чего. Может, там ограничения какие-то есть. Может, что-то еще, глушилки есть. Но почему-то у меня вот в некоторых местах полностью прервалась связь. И вот сейчас время уже вечернее, на улице уже темно. Мы завершили наши съемки. Я надеюсь, друзья, что вы подпишитесь на канал, поставите лайки. И, конечно же, жду ваших комментариев. Я еще раз повторюсь, к сожалению, я не нашел человека, который мог бы мне рассказать про это село. Я не знаю, наверное, люди или стесняются, или что-то еще. Как вы видите, наш канал не про политику, не про что-то еще. Но наш канал ознакомительный, больше вот, информационно-ознакомительный, скажем так. Мы делаем это все видео как бы в свободном режиме, понимаете? У нас нету таких каких-то вот ограничений, каких-то там рамок, понимаете? У нас канал свободный. Мы делаем произвольное видео в свободном полете, скажем так. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии и надеюсь, что нас еще станет больше. Хочу сказать, что, как сказал ранее, наш канал не привязан к монетизации. У нас нету таких вот супер больших количеств подписчиков. Вот, у нас канал не является принципиальным, чтобы он зарабатывал деньги. Это для души. Этот канал я создал специально для себя, вот, для душевного спокойствия. Изначально. Нету такого, чтобы я вот раскручусь и сделаю какие-то там деньги или что-то еще. Нету такого. Поэтому, да, если вы подпишетесь, если вас станет больше, имеется в виду подписчиков, для меня это есть мотивация. Я буду знать, что я делаю видео, которые нравятся людям. Поэтому это даст для меня еще больше мотивации и, надеюсь, еще будет, как сказать правильно, я постараюсь еще усовершенствовать нашу техническую часть. Вот. И, соответственно, на выходе у нас получится красивые и качественные видео. А так вот сейчас это видео в буквальном смысле, вот и вы это все видите, и я это знаю, что это не профессиональное видео, это больше как бы любительское. Но это любительское, чисто наше, народное. Все, друзья, на этом мы завершаем наше видео. Берегите себя, берегите родных. Аллаху Акбар.